Если бы у вас была возможность вернуться в школу, вы бы вернулись? Я бы вот рискнул. Каждый день на полный интерес к учебе привлекает внимание остаться в школьной атмосфере на долгое время. Хватит зависать в телефоне и в других соцсетях. Иди читай, возьми книги в руки и начни действовать. Думай о лучшем, готовься к лучшему, вот с чего стоит начинать. И главное, не забывай, ты будущее нашего поколения. Не позорь страну и будь грамотен. Учись, а дальше ты поймешь, что делать. Развивайся и становись мудрее. Не трать время впустую. Начни сейчас и не пожалеешь, что согласился. Да, тебя будут преследовать ошибки и страх, но без препятствий ты не научишься чему-то новому. Так что вставай с кровати, если еще молод, и приводи к движению все свои органы и чувства. Да так, что в будущем ты уверенно мог сказать, что использовал все, что у тебя было. И все, что я сказал, ты все это начал именно со школы. Твои походки с 7 утра в это место продолжаются с целью изучить что-то новое. Неважно, как ты это усвоишь. Интересно будет узнать, как ты этим воспользовался и применил по своей схеме. Учеба учебой, но спорт тоже важен для тебя. Закаляй тело, чтобы потом не ходить как дедушка с больной спиной. Я бы хотел сказать последние слова напоследок. Все мы так долго этого ждем. Месяц мая, прощай, школа. Даже как-то грустно. Быстро, однако, время летит. А ведь именно в школе все было впервые. Первая любовь, которая не забудется никогда. Первые друзья, с которыми получали пощаду. Первые ошибки, которые научили многому. Так не хочется все это отпускать, но мы взрослеем, и нужно идти дальше. И да, возможно, не встретимся через несколько лет. Поменяемся, и не все в лучшую сторону. Главное ценить момент и запомниться такими веселыми и счастливыми. Вот такой вот, вроде счастливый или не совсем конец.